Это запоздалый шаг. Решение нужно было принимать еще раньше. Объем теневой экономики в Украине составляет 40-50%, и около 30% доходов бюджет страны недополучает. Но однозначно это решение положительное. Оно будет способствовать децентрализации денег, а это более 10 миллиардов долларов. В тени эти деньги помогли пережить кризис. Сейчас, после очистки банковского сектора, их нужно выводить в легальное поле. Средняя зарплата в Украине составляет 5000 гривен. Если посмотреть, как часто люди делают крупные покупки, можно сказать, что ограничение Нацбанка не ударит по широким слоям населения. Это коснется, скорее всего, и усложнит работу менеджерам, которые работают, скажем, с турами горящими. И будет касаться, конечно, расчетов с людьми, которые находятся, у операторов есть клиенты, которые живут не в Киеве, там, в Одессе, в Харькове. Человеку надо будет разбить платежи на несколько платежей. Обычно в туризме так и делается, если это не горящее, то существует предоплата. Или положить на карточку и оплатить. Как раз введение таких новшеств зимой, оно для туризма нормально. Почему? Потому что как раз к сезону люди освоят технологию, как заплатить. Сейчас вообще идет тенденция, что расчеты все больше и больше уходят в безналичность. Проще, и для всех проще, и для фирм проще. Полученные безналом деньги, они хорошо видны. На меня это никак не повлияет, моя зарплата гораздо меньше 50 тысяч гривен. И тех, кто обходил всевозможными схемами, я думаю, что и дальше будут обходить. Если покупка дорогая, то, конечно, плохо. Если недорогая, то разницы нет, люди не почувствуют. Наверное, хорошо. Если в обороте будет меньше наличных, значит, больше кто-то уплатит налогов. Це добре. Это хорошо. Во-первых, карточкой проще рассчитываться. Во-вторых, люди понесут деньги в банк, и это немного поднимет банковскую систему.